На этой ярмарке можно закупиться всеми необходимыми продуктами по ценам намного ниже рыночных. Большая очередь выстроилась за борщевым набором. Быстро разбирают картофель стоимостью 11 рублей за килограмм. Также репчатый лук по 15 рублей. Цены действительно очень выгодные, считают покупатели. Перцы по 60, болгарки. Не болгарки, а горький. А вот болгарка 30 дня, да? Лично меня очень устраивает это. Да, в принципе, нормальные цены, да, приемлемые, можно сказать, на сегодняшний день. Помимо овощей и фруктов, жители активно покупают и мясную продукцию. Колбасные изделия можно приобрести от 240 рублей и выше. Выбор большой. С начала открытия ярмарки прошло только полчаса, а мясные прилавки уже наполовину пустуют. Разбирают моментально. Это все качество и цена продукции, утверждают продавцы. Так и есть. Ведь если на рынках килограмм баранины от 450 рублей, то здесь можно приобрести за 400. Также и говядина по доступной цене. Нормальные цены здесь. Дух дадим по 400 рублей, молодой, ахр дух, да. А если помидор по 22 рубля. Картошка по 11 рублей. Наша местная картошка. Ах, все нормально делать. Продукты в основном местные. В их качестве можно быть уверенным. Так и Ханифа Гелисханова недавно открыла свою птицефабрику. Ярмарка стала для нее отличной возможностью представить жителям свой продукт. Яйца домашние и по хорошим ценам. 130 рублей за лоток. Очень активно покупают. Мы по магазинам сдаем. А потом вторая С1 у нас будет скоро. Тоже вот все желают, конечно, все магазины хотят купить именно С1. Но пока идет вторая категория, неплохо идет. Но самое главное, свое яйцо и каждый день свежее яйцо. Яйца, огурцы, помидоры, перцы, яблоки, груши. Чего только на ярмарке нет. Приобрести все это по приемлемым ценам можно было не только в Магасе, но и Нестеровском. Огромным спросом здесь, к примеру, пользуется зерно Гупа Асканова. И не зря. Ведь если обычно ячмень и пшеница стоят 12 или 15 рублей за килограмм, то здесь можно приобрести за 9. Кем есвинуса, как кем тахан чуа дарья и охсама, что да шевинус дарья елдел. Дал беркети бол ахар чуагул наха чуагул полушамдер. Рядом вовсю раскупается и картофель. Здесь он представлен разных сортов. Цена также приятно удивляет. Картофель здесь по самой низкой цене 11 рублей. И пшеница по 8-9 рублей. Это хорошие ярмарки, я так думаю. Ярмарки выходного дня организованы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии совместно с главами муниципалитетов по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова. Они проходят в Назрановском, Сунжинском и Малгобекском районах. В этом году мы уже провели с февраля по апрель месяц 11 ярмарок. И сегодня в один день мы проводим 2 сентября 3 ярмарки. Это в 3 районах. Значит, в данных ярмарке принимают участие наши сельхозтоваропроизводители. В том числе в каждом районе по 4 ГУПа, которые находятся на территории данного района. Сегодня довольны все. Продавцы хорошей торговлей, а гости качественной местной продукцией. Такие ярмарки способствуют снижению цен за счет конкуренции. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.